На пороге 70-летнего юбилея, должно быть, каждый человек волей и неволей задумывается о пройденном пути, о том, что сделано, и о том, что предстоит. В этом смысле кандидату юридических наук, почетному профессору Абхазского госуниверситета, бизнесмену и общественному деятелю Вахтангу Владимировичу Кецпа действительно есть что вспомнить и о чем задуматься. Вахтанг Владимирович, родившийся и выросший в городе Очимчира, происходит родом из села Чгярда. Он гордится славными предками. Его дед Махты, например, фигурировал в одном из произведений Фазиля Искандера, а другие предки были из тех, кто сумел вернуться из махаджирства обратно на родину, в Абхазию. Все эти славные истории предков, несомненно, греют душу Вахтанга Владимировича. Мои деды, они из села Чгерда. Попали они туда, как рассказывали мне, в свое время из верховья Мзымта они ушли в Махаджиры. И там им не понравилось, они решили вернуться на родину. Какая-то связь была, что все-таки жизнь здесь еще продолжается, потому что большинство же покинуло Абхазию, и считалось, что вообще мало кто остался в самой Абхазии. И вот они, мои прадеды Якуб Халыл Кецба, Сергей Васильевич Багапш, прадед, Реджип Багапш, и Вардания, имя его не помню. Это и Сергею Васильевичу рассказывали, отец, дед, и мне. Это то, что из уст в уста вот передавалось. Когда они по суше возвращались, по пути им пришлось даже совершить вооруженное ограбление. Но время было трудное, речь шла о выживании. И вот таким образом они, значит, добрались до Абхазии. Ну а в тот период, это конец XIX века, Абхазия считалась виновной нацией. Вот, русский царизм объявил ее виновной нацией, политически неблагонадежной. И поэтому существовала 12-километровая зона от моря, ближе к которой не могли заселиться абхазы. И так вот мои деды и Сергей Васильевича Багапш, это прадед, и мои прадеды, и в Иордании, они попали в Чгерды. Они сказали, что между нами кровного родства нет, но с сегодняшнего дня мы братья, Кецба не может жениться на Багапш, Багапш на Кецба и на Вардане, соответственно. Более того, уже мой дед, это были мои прадеды, а мой дед упоминается у Фазиля Искандера в рассказе «История молельного дерева». Причем он очень тепло о нем пишет и с юмором вот пишет. Я могу даже фрагмент привести, когда, значит, туда прислали председателя колхоза, у которого была высотобоязнь. Вот. И когда чегемцы это обнаружили, они были возмущены и стали говорить, что вот его по всем селам возили, все его, в смысле, отвергли и привезли к нам в Чегем. И мы тоже не хотим его. И обратились к председателю сельсовета. А председателем сельсовета был человек по имени Махты. Зная упрямство чегемцев, так как сам был чегемец, он понял, что надо ехать в Кенгурс. То есть его они делегировали в Кенгурск, это Очимчире, райком, первому секретарю, чтобы он, значит, возмущение чегемцев передал. Он все делал в мягкой форме, так как был мягким человеком и не желал никому зла. И он обычно, как Фазиль пишет, хотел для всех хорошее. Но и у него была такая философия, пишет Фазиль Абдулович, у него была такая философия. Обычно пускай будет всем хорошо, но если это не получается, пускай будет хотя бы мне хорошо. И вот он едет к первому секретарю и, в общем, говорит о возмущении чегемцев, что вот у него высотобоязнь и прочее. Вот. Ну, тот с возмущением, а что, с крыльца сельсовета может спускаться? Ох, он говорит, очень легко. Вот. Ну вот пускай чегемцы, мол, голову не морочат, а план лучше выполняют. Он говорит, с чегемцами так говорить нельзя, надо найти форму. Ну вот, на это-то и представлен, чтобы найти форму. И он, когда возвращается вот, в Чегем, вот он нашел форму.
он сказал, что в райкоме с пониманием отнеслись к желаниям чегемцев, и они подберут кадр, подберут председателя, повозят его по козлиным тропам на высотобоязнь, и затем, значит, пришлют в Чегем. Окончив Очимчирскую школу с золотой медалью, получив высшее юридическое образование, Вахтанг Кецпа устраивается на работу в Абхазский университет. Это было первым серьезным поприщем, где началась активная деятельность Вахтанга Владимировича. Вахтанг Кецпа и по сей день преподает студентам Абхазского госуниверситета. Более того, он является почетным профессором АГУ. По словам ректора университета академика Олеко Алексеевича Гварами, Вахтанг Владимирович олицетворяет собой пример того, когда даже много лет живя вне Абхазии, человек считает необходимым поддерживать наш национальный университет и ежегодно читает для абхазских студентов, правоведов, юристов, международников курс лекций, проводит семинары, словом, ведет активную преподавательскую деятельность. Прекрасный юрист, прекрасный преподаватель, прекрасный человек, патриот своего народа. Он окончил Московский университет, там же аспирантуру, и, защитив диссертацию, переехал сразу в Абхазию для того, чтобы заниматься учебно-научной деятельностью в Абхазском государственном университете. Я с удовольствием вспоминаю те времена, когда он был отсюда направлен в докторантуру, также в Московский университет. Но события в то время разворачивались и в Советском Союзе, и в Абхазии, очень негативно влиявшие на то, чтобы он по-настоящему занимался наукой. И когда были избраны народные депутаты СССР от Абхазии, он очень много помогал нашим депутатам. Много раз об этом говорил Владислав Григорьевич, Андрей Михайлович Джергения, другие люди, которые столько времени уделяли борьбе за то, чтобы Абхазия стала, наконец, суверенной. Я с великим удовольствием вспоминаю, когда во время войны был организован Игорем Суратовичем Ахба Абхазский центр. И мы там много раз встречались с Вахтангом. Вахтанг участвовал в различных комиссиях по вопросам, связанным с будущим Абхазии. И я с удовольствием, опять-таки, хочу отметить, что когда война закончилась, он сразу приехал сюда и сказал: я не могу сейчас бросить дела, начатые в Москве, но я не брошу университет. По сей день он читает лекции нашим студентам. Он прекрасные семинары организовывает. Издал прекрасное учебное пособие для студентов-юристов. Как бы я хотел, чтобы так же поступали те, которые даже обучались у нас в университете, а сейчас находятся за пределами Абхазии. Но мало кто приезжает для того, чтобы почитать лекции нашим студентам, провести семинары, поруководить дипломными работами и так далее. А таких ведь немало. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы наряду
с очень многими российскими учеными, которые приезжали и приезжают в Абхазский университет для помощи, чтобы они тоже прониклись этой идеей. Высокие профессиональные качества юриста Вахтанга Владимировича как никогда были востребованы в очень сложные для Абхазии времена распада Советского Союза, а также противостояния конца 80-х, когда у нас мощно набирало обороты национально-освободительное движение. И Вахтанг Кецба, конечно, не мог не быть сопричастным. Советский Союз трещал по швам, многие союзные республики хотели вырваться из него, а как раз автономные хотели бы его сохранить. Это было, по словам Вахтанга Владимировича, противостояние центробежных и центростремительных сил. Что вот к 1989 году партийное и государственное руководство не сумело принять меры, чтобы смягчить противостояние в обществе. Не сумела смягчить интеграционные процессы, которые начали происходить в обществе. И пошли столкновения, кровавые столкновения не только в Абхазии, но и в Сумгаите, Орше, в Вильнюсе, в Баку. Уже страна по-старому жить не хотела. Национальные отношения, структура национально-государственных отношений, она несколько уже устарела, и требовалась кардинальная реформа. А в такой стране, как Советский Союз, национальные отношения, они были очень важны. От этого зависела судьба страны. А я занимался вопросами национальной государственности, и поэтому меня, форум привлек. И в Сухуми в 1989 году проходил первый съезд горских народов Кавказа. И мне было поручено выступить с основным докладом. Я на первом съезде выступал с основным докладом. В те нелегкие времена Вахтангу Кецба приходилось не один раз выступать на важных мероприятиях с докладами. Это было и на первом съезде Конфедерации горских народов в 1989 году в Сухуме, а также на первом съезде представителей национально-государственных и национально-территориальных образований и народов, не имеющих своей государственности, проходившем в Москве 22 сентября 1990 года. А однажды Вахтангу Владимировичу вместе с другим выдающимся юристом Зурабом Ачба довелось встретиться в Тбилиси со Звядом Гамсахурди. Помню, что, учитывая его такую квалификацию, как хорошего юриста, мы очень часто использовали его, Зураба Ачба. Это были такие ключевые фигуры, которые вот с точки зрения правовой такой грамотности помогали готовить материалы, документы Айтгылара, очень многие. Доклады делал на съездах. Впервые в 1989 году, когда был первый съезд горских народов Кавказа, вот он выступал с основным докладом от Абхазии на этом съезде. Был период такой обостренный, это был 1989 год, кстати говоря, съезд первый. Это период, как известно, обострения такой борьбы, роста шовинистических настроений в Грузии. И период, когда к власти пришел Гамсахурди, и мы тогда, Айтгылара, все-таки искали пути налаживания диалога. Многое показывало, что мы скатываемся к таким событиям, которые принесут много горя. И так оно и случилось в период войны. Но до этого мы хотели найти какие-то точки соприкосновения, решения компромиссных каких-то вариантов, поисков. И вот с этой целью в Тбилиси мы отправили Зураба Ачба и Вахтанга Кецба. И они участвовали на съезде неправительственных, вернее, как неформальных организаций Грузии тогда, когда во Дворце спорта собралось там 15 тысяч человек.
и Зураб Ачба выступал там от имени Абхазии. Потом у них встреча была у Зураба Ачба и Вахтанга Кезба с Гамсахурдия. Ну вот все-таки эта встреча, хоть и важный характер носила, очевидно, может быть и сделала она какие-то сдвиги в понимании ситуации для Гамсахурдия, потому что позже он присылал сюда своего представителя по фамилии Рцхеладзе, который вот со мной и с Нодаром Чанба встречался, и у них уже речь шла о том, что давайте создадим федерацию типа Чехословакии, которая будет абхазо-грузинской называться. Ну, все эти разговоры оказались просто фантазией. Вот. Но в то время этот диалог, эта встреча имела, конечно, определенное значение. Она показывала, что мы ищем компромиссные варианты, что мы хотим избежать кровопролития. И позже Верховный Совет Абхазии принял обращение к Грузии, который заканчивался словами: «Мы протягиваем вам руку дружбы и надеемся, что она не повиснет в воздухе». Ну, как известно, на это ответили войной нам. Как юрист Вахтанг Кецба принимал участие в разработке проекта союзного договора, который был призван спасти СССР от развала и который, по словам Кецба, мог бы стать тем компромиссом, который не допустил бы многие кровопролития начала 90-х годов. В 90-м году мы, Айтгалара, очень активно занималась тем, чтобы изменить статус автономной республики. И это был период, когда обсуждались новые модели государственного устройства СССР. Это очень активно обсуждалось, и мы хотели свою лепту тоже внести, потому что у Абхазии был трагический опыт событий распада Российской Федерации, Российской империи, когда после этих событий грузинские войска вторглись в Абхазию в 1918 году, и это привело к тоже кровавым событиям многим. Мы понимали, что распад Советского Союза принесет много горя. Наша задача была в том, чтобы Абхазия в обновленном союзе имела равноправный статус со всеми другими союзными республиками. И над этим мы работали. И вот наши представители Айтгалара тогда разъехались по всему Советскому Союзу, и итогом этой деятельности должен был стать съезд народов СССР, у которых разной степени, разного уровня автономии. Это автономные образования, автономные округа, автономные области. И вот в сентябре 90-го года мы смогли провести в Москве такой первый съезд народов, имеющих национально-государственное и национально-территориальное образование. И на этот съезд приехали представители, депутаты разных уровней со всего Советского Союза. Но учитывая такую нашу активность и, в принципе, поддержку сохранения СССР в обновленном, конечно, виде, нам предоставили здание на Калинина, 27, это здание Верховного Совета СССР. Это был переполненный зал. В президиуме сидели представители высшего руководства страны. Это был Рафик Нишанов, председатель Комитета национальности Верховного Совета СССР, Рамазан Абдулатипов, председатель Комитета национальности Верховного Совета РСФСР, Юрий Калмыков, председатель правовой комиссии, Владислав Арзенова, председатель подкомитета Верховного Совета СССР. Вот в присутствии всей этой аудитории с основным докладом на этом съезде выступал Вахтанг Кецба. Доклад его назывался «Союзный договор и перспективы национально-государственного устройства СССР». Ну, это было такое мощное мероприятие, что оно освещалось в центральных средствах массовой информации СССР тогда. Газета «Коммерсант» писала о том, что первый съезд народов, представителей
национально-территориальных и национально-государственных образований, который прошел в Москве по инициативе Айтгылара, показал, что союзный центр в борьбе с сепаратизмом союзных республик может опираться на все автономии. Ну, вот такое значение имел этот. Но вот учитывая вот такую, значит, его Вахтанга Кецба роль, это не прошло незамеченным, видимо, высшим руководством СССР, я же говорю, какие там личности присутствовали. Его пригласили в комиссию, которая занималась подготовкой нового союзного договора. В Подмосковье, в Новоогарево, эта комиссия вот заседала в течение многих месяцев. Там собрали лучших юристов со всего Советского Союза, и от Айтгылара были приглашены 2 представителя, и мы, естественно, направили туда от Вахтанга Кецба и Зураба Ачба. Эта работа над союзным договором, над проектом союзного договора завершилась в марте 1991 года, и был подписан договор, проект нового договора. Вот посмотрите, газета «Известия» вот перечисляет, кто подписал договор. Российская Федерация, Украина, Белоруссия и так далее, Союзная Республика, Абхазская ССР. Не АССР, а СССР уже было написано. Вот это имело такое большое значение. Как раз проект этого союзного договора в качестве полномочного представителя от СССР Абхазии подписывал Вахтанг Владимирович Кецба. К сожалению, это все не было реализовано, потому что потом началось ГКЧП и все эти события, которые привели к краху вообще Советского Союза. И, как мы и предполагали, поставило нас на грань такой тяжелой с грузинской конфронтации, с Грузией конфронтации, приведшей впоследствии к войне. Федерация, в которой мы жили, это было по всем признакам, это было федеративное устройство. Вот. А по существу это было бюрократическое, унитарное государство, потому что роль союзных и автономных республик сводилась к перенесению решений союза, то есть центра, на места. Все. Вот. А время изменилось, и государственные структуры национальных отношений, они требовали кардинальных реформ, потому что дальше ждать было просто опасно. Союз мог распаться, и вот первая причина, так оно и получилось в итоге, что союз распался, потому что вот не успели принять этот союзный договор. Мы же обсуждали проект союзного договора, причем там Владислав Григорьевич и прочие все принимали участие, и действительно документ уже был создан. А наша идея для того времени, она была революционной. Мы выступали за уравнение прав союзных и автономных республик. Приводил я международный опыт в пример. И действительно, там, где существовали автономии, там всегда были конфликты. И не только в Советском Союзе, но и даже за рубежом. Тогда уже проблема Косово была в Югославии, Квебек в Канаде. Поэтому мы считали, что автономия – это начальная, первая ступень суверенитета, что надо переходить к более сложному уровню суверенитета. Некоторые, причем были такие коллизии правовые, и разные юристы там отстаивали эти точки зрения, и я вот акцентировал на том, что вот по Конституции СССР 1977 года и по закону о Союзе СССР, о разграничении полномочий Союза СССР и субъекта Федерации, автономная республика является советским социалистическим государством, но не суверенным. А говорить о государстве без суверенитета – это основной признак государства. Если нет суверенитета, то говорить о государстве вообще не приходится. Другое дело, что мы говорили, что это суверенитет, но существует градация суверенитета. Ну, считалось, что Союз СССР обладает
абсолютным суверенитетом, союзная республика ограниченным суверенитетом и автономная республика еще более ограниченным суверенитетом. И я говорил, что это, в общем, идея не нова, она сконструирована не нами, а отражает общеизвестные в науке и в конституционной практике положения. И я думаю, что по сути, когда вот это вы все говорили, да, очень многим это не нравилось, да, то Конечно, есть был такой момент сопротивления. Конечно, вот те, кто выступали за конфедерацию, они же вообще против федерации выступали. Они не хотели федерации, они полностью, это были центробежные силы. Их было немало, и они в итоге взяли вверх. Вот союзные республики, в первую очередь Прибалтийские республики, Грузия и прочее, они были за выход из состава СССР. Вот. Поэтому федерация в таком виде их, конечно же, не устраивала. А мы считали, что субъектами союзного договора должны быть и союзные, и автономные республики. То есть, по сути, вы уравнивали, например, Мы уравнивали, Грузию и да. Абхазию, да? Конечно, конечно, мы должны были быть равноправными субъектами Советской Федерации. А это основная идея, и под него я и аргументы приводил, и прочее, прочее. Потому что когда автономии закладывались, когда вот, в 1922 году, союзный договор был подписан в 1922 году, туда вошли вот союзные республики. Они, естественно, должны остаться, но бывшие автономные республики и даже области должны получить статус союзных республик и должны быть равноправными субъектами союзного договора и, естественно, Советской Федерации. И во время войны 1992-1993 годов, и после ее окончания, будучи уже бизнесменом в Москве, Вахтанг Кецве всегда был причастен к тому, что происходит в Абхазии, помогал финансово, и его поддержка была существенна не только в самый тяжелый год для нашей республики, но и в мирное время. Сажақәа исҳәо харцот, еилаҳәашьоума, иныҟәашьааума, аамысҭашәара даара ирацәаны илан. Иара уажәыгьы убас инаигӡеит. Нас аамҭа цон, аԥсҭазаара аҽаԥсахуан, ара Аԥсны ишыжәдыруа еиԥш. Уи атәы иҵегьы инаҵаулан иҩызцәа изҳәо ҟалап, аха саргьы хәҷык инықәшьны акәзаргьы исҳәот, абра аконституциа ҿыц аҩра ҳаналага, насгьы Аԥсны ахьԥшымра азыҳәан адокументқәа ҳаналага, иара азин здыруаз уаҩык иаҳасабала имахәҿар илыхны дҳадгылан, абас аусқәа рацәаны иахьа ирацәоу, нас ҳазхыҽхәо, ҳазлаҽхәо аусқәа убысҟан иҟаҳҵақәаз, нас иара абри азин ԥшра аҭаны ҳазланыҟәоз аусқәа рҟны даара аџьабаа адызбалаз арԥысуп. Даара аџьабаа адызбалаз арԥысуп. Ну, акыр шықәса ԥҳәыс дааигомызт, аҵәы шилаҳҵоз, уагьы даншәалахеит даара, Аԥсны зегьы дырдыруеит, иара иабхәа Жора Амаба иԥҳа аԥҳәызба бзиа ара ҳақьымса аус луан, абри дигеит, ахшара рымоуп, анцәа ишиҳәара данхоит, аха даҽа хҭысгьы саламцәажәар ҟалаӡом, абарҭ ҳаҳаҷкәынцәа зегьы сыԥсуп ҳәа зхызԥхьаӡо, апатриотизм злоу зегьы, абри аибашьра усақәа, агьысақәа, абарҭ иахьахьшьымыз аҟаҵамҭоуп. Вахтангьы аганаҿы днымхыҵит убысҟан, ҳарҭ абжьы аарган иаҵанакуаз даара ҳазхьуан абри амрагыларахь Аԥсны зегьы ақырҭуа игәыҵакны, нас ҳаҷкәынцәа, ҳажәлар, ҳанацәа, ҳабацәа ашьха ашьапы икҿацалан, абас иахьааз џьара ԥсыхәак аурц азыҳәан Гәдоуҭа иҿаҳкааит штаб хәыҷык абри амрагыларатәи афронт ацхыраараҿы. Активла далахәны абри аштаб аҿын аус ҳациуан акыраамҭа. Нас хәыҷык уадаҩхеит, ҳара иаҳҳәеит, ҳара аҟазаарагьы ара ибзиоуп, ара аусурагьы бзиоуп, нас ани аибашьра уазааигәаны уаныҟоу, угәы иаҳа иҭынчуп уаныхароу аасҭа. Уца, уара иулшоқәа ыҟоуп, даҽакала ара ацхыраара рацәаны иаҭаху, уи зегьы аԥара аҭахуп. Убри аганахьалагьы даара аџьабаа иҳарбеит, убри аибашьраҟангьы абас далхәҭан нымхаӡеит, уагьы иара ихәҭаз, илшоз, ицақыз абас иааиӡеит.
Уиашьҭахьгьы нас Вахтанг еиԥш иҟоу арԥарацәа иахьа абизнес иҳадазааигәоуп, абизнес даҿуп, аха урҭгьы амнак аахәо акы иҭиуа акәымкәа ус инарҭбаан аҷкәынцәа еицхыраан, еидгыланы абас иахьа уаа рылаҽхәаратә еиԥш Москва ақалақь аҿы аусқәа рымоуп, аха Вахтанг аамҭа хәыҷык иманы. Хымш рыдагьы имамзаргьы Аԥсны дмаарауӡом. Зны-зынла аҵәы илаҳҵалоит ус уара ари уԥшәма дулҵуеит, есымшара уаанатәоуп, ма ларгьы даагала ҳәа. Абыржәы нас абри аамҭа цәгьақәа, иахьагьы аамҭа цәгьақәа ауп, абри ачымазара иахҟьаны, даҽакы иахҟьаны, есымшара доуп. Нас ус зны-зынла ианиасҳәалак, са сызхәарҭои, аха аҩны саҟазарц сҭахуп, Аԥсны саҟарц сҭахуп иҳәоит. Абасала сара сизооп Аԥсны ипатриот дук иаҳасаб ала. Всегда подтянутый, элегантный, очень открытый и дружелюбный. Таким его знают все друзья, коих немало. Каждый его приезд в Абхазию проходит в их теплой компании, за разговорами и приятным общением. Каждый, кто близко знаком с Вахтангом Владимировичем, выделяет его кругозор, начитанность, любовь к полемике, но при этом абсолютно мягкий и добросердечный нрав. Я хочу отметить его и такую гуманитарную деятельность. Например, он спонсировал написание издания книг Турчанинова, Георгия Турчанинова, Майкопская надпись, как известно. Она была переиздана, он финансировал Вахтанг Кезбе эту работу. Юрия Воронова издавал, такая итальянская была исследовательница Карла Сирена, об Абхазии книгу издал. Ну вот такая многогранная деятельность. У него замечательная семья, супруга его, сын. И вот сегодня ему уже исполняется 70 лет, с чем я хочу поздравить его. И хочу, чтобы все-таки общество тоже знало, потому что мы прошли непростой путь службы на долю нашего поколения. Пришлись времена таких перемен и кровопролитных боев. И я думаю, что таких людей, как Вахтанг Кезбе, должно знать общество. Сара сизооп Аԥсны ипатриот дук иаҳасаб ала. Иара шьала дала, хыла хшыҩла зегьы рыла нас изуҳәашақәа даара ирацәоуп. Уи сара салагар иҵегьы рацәаны сааҭгьы ҩ-сааҭгьы Вахтанг изыҳәан исҳәара сымоуп, издыруеит. Иара ибзиарақәа ирызку зегьы. Нас ауаа зегьы абзиарақәа рацәаны, иаҳа ирацәаны абзиарақәа аныҟарҵар, абзиарақәа роуп иҳәатәу. Аха Вахтанг цәгьарак ҟаиҵеит. Аӡәы игәы цәиҟьеит ҳәа смаҳаӡац. Дызусзаалакгьы дхәыҷума, ддуума. Ахәыҷаангьы хынеигоит, адуҟангьы хынеигоит. Аҟәышра иара иагӡам. Аԥсҭазаара агьама имоуп. Иара уажәыгьы ԥханажәижәаба шықәса схыҵуеит. Уажәшьҭа хәҷык аҭаҳмадарахь снеисны статәап ҳәа ус дхәыцӡом. Иахьа уажәыгьы игәы цҳафыруа иҟаҳҵарызеи, ҳазлаҽеихарызеи, ҳаԥсны злеиӷьхарызеи, нас ауаҩы ихы дазымхәыцуазар иԥсны мацара дзазхәыцӡом. Уи башоуп ус анырҳәо. Мацара сыԥсадгьылоуп, са схыргьы иаԥсаӡам ҳәан ус аибашьра анцоз ус ихәыцуан, аха ари аҭынчын хамҩаҿын ауаа рхы иазымхәырцар ҟалаӡом, аха иара ихы даназхәыцуа Аԥсноуп иара ихы дахьазхәыцуа. Иара иԥсҭазаара Аԥсны иҟазарц иҭахуп. Акыр исзааҵозаргьы, икыр сымч сылшра сдырракыр анхазаргьы, уи абри нахысгьы Аԥсны иасҭарц сҭахуп иҳәоит. Иара иахьа уажәыгьы ауниверситет далахуп, уа комиссиақәа дрылоуп, иреиҳаӡоу аԥышәақәа нрыдыркыло, есымша ихы ааирԥшуеит, далахәны. Уи иара изыҳәан ауалаф-хәык соуеит ҳәа акәӡам. Са сдырра ҭахызаап ҳәа, абасоуп дшыҟоу. Абас еиԥш ауп дшыҟоу Вахтанг, ақәра ду изеиӷьасшьоит. Вахтанг еиԥш иҟоу илашо арԥарацәа ирацәаны ақәрагьы нырҵроуп. Нас абашьҭрала са издыруеит, иара иабашьҭра зегьы ақәра дуқәа нырҵит, убырҭ иреиҳаны иниҵартә насыԥ анцәа ииҭааит. Я очень хорошо помню много таких моментов, когда, приезжая в Москву, я звонил Вахтангу и говорю: Вахтанг,
сегодня заседание съезда Евразийской ассоциации университета. Ой, Олег Алексеевич, а меня пустят? Я говорю, я буду говорить, что ты мой помощник. Да. И мы несколько раз бывали и не только на съездах Евразийской ассоциации, но бывали и на съездах Российского союза ректоров. В Татьянин день, день Московского университета, который сегодня уже есть день российского студента. Вахтанг, дорогой, я очень горжусь дружбой с тобой. Мне кажется, что такие люди создают имидж нашего государства. Будь в форме такой, которой ты сейчас находишься еще долгие годы, с хымацара сбо ава рачахайт урт урюзадзам ура дашакала уходсвайт убреконт акураду взегащут и взегащут утаачо урешил такой калартепш уюзчо урешил такой калартепш а студент рабхи наргыланы арцайча рехтзала сарасехтзала яхапи айбилей удахна халат абзер умазат абсну вагамзат ацейлаша исымша яра иқайцо ауаирбот убри шырпшыга бзио зегязахын